Академик РАН, это вице-президент Российской Академии Наук. Далее Будагажев Луцан Владимирович, наш давний коллега, директор Бурятского сельскохозяйственного института. И Степольников Анатолий Александрович, академик РАН. Значит, позвольте начать нашу работу. И первый вопрос повестки дня. Вообще по повестке дня. Есть ли у кого-то вопрос? Мы его отрабатываем довольно давно. Нет вопросов? Нет, принимается. Значит, по первому вопросу. Сельскохозяйственной науки в Республике Саха-Якутия, состояние, проблемы и перспективы выступает Леонид Николаевич Владимиров. Пожалуйста. Ставить на вас обсуждение доклад на тему сельскохозяйственной науки в Республике Саха-Якутия, состояние, проблемы и перспективы. Якутия – одно из редких мест на планете, где еще сохранилась первозданная чистота природы, удивительное разнообразие флоры и фауны. Сегодня мировое научное сообщество признает, что природа Якутии – уникальное достояние человечества, перспективный резерв биосферы планеты. На долю республики приходится более 30% дикой природы России или более 10% всего мира. Именно здесь накоплен уникальный опыт ведения сельского хозяйства в экстремально холодных условиях. Хозяйственной наукой в республике занимаются Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и Арктический государственный агротехнологический университет. В настоящее время кадровый потенциал научно-исследовательского института и аграрного университета составляет 267 сотрудников, из них 34 доктора и 110 кандидатов наук. В возрасте до 39 лет один доктор и 32 кандидата наук. Виды деятельности нашего института – это проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по ряду направлений. Это рациональное использование генофонда животноводства и местных биоресурсов для устойчивого развития Арктики и северо-востока России, научные основы систем ведения, основы систем земледелия и агротехнологий на базе создания и сохранения генофонда, селекции гибридов и сортов нового поколения сельскохозяйственных культур, их защиты от вредных организмов, сохранения и воспроизводства почвенного плодородия в условиях изменяющего климата Крайнего Севера, создание новых биопрепаратов, технологии лечения и профилактики болезней животных и птиц, обеспечивающих получение органической продукции традиционных отраслей сельского хозяйства на Крайнем Севере, и научные основы и механизмы совершенствования организации и управления сельскохозяйственным производством в республике с учетом пространственного развития, структурно-технологической трансформации, агроклиматического и ресурсного потенциала. Основные научные направления аграрного университета – это разработка и внедрение цифровых технологий в агроиндустрии, адаптивные технологии кормопроизводства и кормления сельскохозяйственных животных и птиц, сельскохозяйственная пищевая биотехнология, молекулярная генетика, создание новых перспективных сортов растений, разработка технологий возделывания и хранения, разработка инновационных способов для фундаментальных и прикладных проблем агроинженерии, инновационные разработки в области лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства, ну и ряд других. Разработка стратегии развития 22-22 Якутского научного исследовательского института сельского хозяйства имени Сафронова на 20-25 годы. Это нами запланировано так, чтобы определенных этапов четко добиться определенных результатов. И они приурочены к столетию нашей республики, это 22 год, и к столетию первой комплексной якутской научной экспедиции Академии наук СССР. Особое внимание
уделяет наш глава республики Николай Айсен Сергеевич развитию сельского хозяйства, и им после выборов на главу, как стал он главой, в сентябре, сразу же в ноябре издал указ под номером 232 о стратегических направлениях развития сельского хозяйства республики для эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства республики до 2024 года, особенно по обеспечению качественными продовольственными товарами местного производства. Здесь, если этот указ посмотреть, тут есть определенные такие цифры, на которых надо бы остановиться. Это обеспечение населения качественными продовольственными товарами, по молоку и молочным продуктам мы должны поднять где-то на 4% за это время, где-то на 15% производства. Ну и доведение обеспеченности семенами районированных сортов зерновых культур до 100%, если мы сейчас обеспечены только на 21%, это практически на 79%. А картофеля на 9,5% мы обеспечены, а должны до 16%. Это получается почти 6,5%. Кормовых культур 2 раза мы должны увеличить. И выведение популяции якутского скота, это получается на 1000 голов. Это практически 2 раза увеличение. И новая отрасль у нас появилась, это пчеловодство, очень интенсивно занимается. Республика должна уже в республике 20 тонн меда дать как в виде продукции. Ведется работа по созданию объединенного диссертационного совета на базе интеграции Якутского научного исследовательского института, Арктического государственного агротехнологического института и Института биологии, биологических проблем и крилитозоны по 2 специальностям. Это частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства. И по 2 специальности это инфекционные болезни и иммунология животных. А здесь у нас есть четкое взаимопонимание, поэтому, наверное, этот диссертационный совет будет у нас открыт, наверное, и надеемся на это, и подготовка кадров, аспиранты своей защиты здесь уже могут состояться. За последние 5 лет в аграрной отрасли издано более 60 научных монографий, 58 патентов на изобретение, патентов на селекционные достижения и другие результаты. Результаты фундаментальных и прикладных исследований отражены более чем в 2000 научных статьях, из которых около 300 статей опубликованы в журналах, индексируемых Web of Science и Scopus. ИОНИС и Аграрный университет за последние годы успешно выполняют планы комплексного балла по популяционной результативности. Так что по публикациям аграрные ученые находятся на хорошем рейтинге. Основными достижениями института за последние годы является это создание и внедрение производства сортов сельскохозяйственных культур, выведение и сохранение пород крупного рогатого скота, лошадей, оленей, разработка ветеринарных биопрепаратов, разработка и внедрение производства новых технологий возделывания сельскохозяйственных культур, содержание, кормление, воспроизводство, лечение животных, переработки сельскохозяйственной продукции. Созданы 50 сортов сельскохозяйственных культур. Здесь надо отметить, что в этом году исполняется наш хлебороб Таппагаров Михаил Семенович в 1936 году. Это значит, получается сколько? 85 лет тому назад установил мировой рекорд ячменя.
собрав с 1 гектара 106 центнеров ячменя. Это большая советская энциклопедия, буква Я, любой человек может открыть и посмотреть. Поэтому вот такие результаты даже сейчас в Краснодаре-то не добивается по ячменю. И Васильев Петр Петрович, это ученый-агроном Якутского научно-исследовательского института, вывел пшеницу Приленская 19, обладающую превосходными хлебными такими качествами. Но сейчас как бы в моде такие такие сорта пшеницы, которые становятся как бы пышными такими, да? А этот сорт дает хлеб такой, что, одним словом, настоящий хлеб, в котором все питательные вещества. Поэтому на этот хлеб у нас в республике начинает на этот сорт расти потребность. И мы должны, наши ученые, на это нацелиться. Также созданы 3 породы лошадей. Это якутская порода, мегежекская и приленская. 2 типа лошадей янского типа, колымского, 3 породы оленей, 1 порода якутского скота, разработаны 9 ветеринарных биопрепаратов, разработаны утверждены 25 пакетов нормативно-технической документации на молочные, мясные и рыбные продукты, научно-методические положения по улучшению условий функционирования отрасли АПК, в том числе по развитию воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве, совершенствование системы управления, взаимоотношений в комплексе в условиях интеграции, глобализации традиционного экстремального хозяйства региона. Разработки в области растениеводства: выведены 15 сортов многолетних трав, сорт вики посевной, сорт горохов посевного, 11 сортов яровой мягкой пшеницы, 5 сортов ярового ячменя, 7 сортов овса, 3 сорта озимой ржи кормового назначения, 6 сортов черной смородины, 6 сортов земляники, 3 сорта картофеля местной селекции. Они все районированы. Переданы на госсортоиспытание сорта пшеницы Талба, озимой ржи Чолбон, гороха посевного, сорт люцерны изменчивой, Мендиинской озимой ржи Чолбон, гороха посевного Сорел, кострица безостого, аистал картофеля Алдан и 2 сортов земляники. Разработаны зональные технологии выращивания сельскохозяйственных культур на основе адаптивно-ландшафтного земледелия. Технологии создания, улучшения, использования естественных, старовозрастных, высокопродуктивных сеянных сенокосов, пастбищ и сенокосно-тибировочных угодий. Научная основа возделывания однолетних кормовых культур и многолетних трав в закрытом грунте в связи с потеплением климата арктических зон Республики Саха. Технологии заготовки зеленого криокорма, создание зеленого конвейера, заготовки сенажа в упаковке, консервирование растительной массы с использованием биологических препаратов, технологии почвозащитной системы земледелия, технологии гипсования засоленных почв Центральной Якутии, ресурсосберегающая технологии обработки межлотных почв, системы семеноводства зерновых культур, многолетних трав, картофеля, экологическая безопасная система защиты сельскохозяйственных культур. Разработки в области животноводства. При непосредственном участии и координации усилий утверждены породы северных домашних оленей: Эвенкийская, Эвенская, Чукотская. Разработана и внедрена система промышленного скрещивания оленей чукотской породы Харгин, Цевенская, а также технологии организации заготовки пантов, технологический стандарт содержания северных оленей, технологии повышения производства и переработки оленей. Сейчас ведется работа по выведению якутской породы оленей. Это в горно-таежной зоне и в центральной Якутии. Над этим уже работа так где-то находится на среднем этапе. Нормативы нагрузки для лошадей, конеемкость местных пастбищ, оптимизация поголовья лошадей. Без этого никак нельзя планировать
содержания табунного коневодства. Технология выращивания молодняка лошадей предназначена к реализации в возрасте 1,5 лет. Обычно у нас идет забой в 6-месячном, 7-месячном возрасте. Улучшение белково-минерального витаминного питания молодняка и производящего состава лошадей. Вот это новое направление. Технологии создания и использования сеянных, семенокосно-семеночных травостоев из многолетних и однолетних трав. Разработки в области ветеринарной медицины. Здесь серьезные разработки есть, поэтому прошу обратить внимание. И почему? Потому что с ним связано постановление нашего президиума. Разработаны и производятся новые лекарственные средства для ветеринарного применения, которые внедряются на предприятия России, Казахстана. Пробиотик сахабактисутил, вакцина против нита лошадей, табын, вакцина инактивированная против ринопневмонии лошадей, вакцина инактивированная двухвалентная против ринопневмонии и сальмонеллеза, вакцина инактивированная трехвалентная против ринопневмонии, сальмонеллеза и мыта. Разработки в области переработки сельскохозяйственной продукции. Разработано 24 технических условия и 1 стандарт организации с технологическими инструкциями на продукции, из них 16 на молочные продукты, 5 на мясные продукты и 2 на пищевые растения. Основные результаты отдела социально-экономического развития села. Региональные нормы и нормативы затрат труда на производство продукции промышленного комплекса Якутии, методические рекомендации по расчету себестоимости продукции животноводства и растениеводства республики, методика составления технологических карт расчетов нормативных затрат по стадному содержанию оленей в республике, прогнозирование баланса продовольственных ресурсов Якутии на 19-32 годы с учетом региональных особенностей, внедрение единой автоматизированной системы финансового и управленческого учета сельскохозяйственных предприятий Якутии в сервисе облака. Перспективы сельскохозяйственной науки в республике. Перед сельскохозяйственным производством республики приоритетным направлением на сегодня является интенсификация сельского хозяйства, основанная на более рациональном использовании ценных биоресурсов, не имеющих аналогов в мире по уровню высокой адаптированности к холоду. Эффективность может быть достигнута за счет лучшего понимания фундаментальных основ биологических систем уникальных северных животных, растений, агроцинозов, геопространственных особенностей нашего региона и переосмысления устоявшегося уклада сельскохозяйственного производства для выработки новых подходов и агротехнологий. Это позволит переориентировать производимую у нас агро- и сельскохозяйственную продукцию на конкурентоспособность и вывести его на экспортный рынок как высококачественный брендовый биопродукт холода. Направление развития сельскохозяйственной науки республики. Здесь молекулярные исследования, особенно хотелось бы отметить, по табунному коневодству, провести полную характеристику генетической структуры современной популяции якутских лошадей по породам на основании проведения их полногеномного генотипирования, что позволит заложить основу разработки программы геномной селекции для всего табунного коневодства России. Для этого необходимо организовать в республике селекционный генетический центр табунного коневодства России. Это позволит увеличить и усовершенствовать ценные племенные качества табунных лошадей и увеличить производство экспортно ориентированной продукции. Здесь мы тесно сотрудничаем с Институтом коневодства Рязани. Академик Калашников курирует этот вопрос. Так, по скотоводству проведение широкомасштабного генотипирования с использованием полногеномного набора маркеров с выполнением фенотипирования чистопородного и поместного якутского скота, по результатам которого будет создана база данных фенотипов.
проведение полногеномного ассоциативного исследования, по результатам которых будут выявлены гены кандидата, ассоциированные с хозяйственно полезными признаками чистопородного и поместного якутского скота. Полученные результаты будут использованы для сохранения уникального якутского аборигенного скота и совершенствования селекционно-племенной работы с чистопородным и поместным якутским скотом. Для создания устойчивой кормовой базы биологизации и экологизации земледелия должно развиваться травосеяние, проведение культурно-технических мероприятий по восстановлению и улучшению продуктивности естественных и старосеянных сенокосов путем их поверхностного и коренного улучшения с посевом семян, адаптированных суровым местным условиям сортов многолетних трав. В основе травосеяния лежит семеноводство многолетних трав и является перспективным направлением развития кормопроизводства. Для коренного и поверхностного улучшения вырожденных лугов, восстановления деградированных сеянных сенокосов необходимо в ближайшие годы добиться устойчивой работы системы семеноводства в республике, что закреплено как раз в указе главы республики Арсения Сергеевича Николаева. Происходящая в настоящее время пандемия COVID-19, а также его мутирование и распространение по всему миру имеет высокую вероятность угрозы поражать население планеты на постоянной основе, независимо от национальных границ и социально-экономического положения. Настоящая реальность показывает, что даже развитые страны не могут выработать эффективные ответные меры противостояния данной пандемии. В связи с этим необходимо уделять особое внимание на укрепление и повышение иммунитета населения на основе разработки функциональных продуктов питания и пищевых добавок, произведенных из биоактивного сырья, местных биоресурсов, эндокринное сырье, кобылье молоко, дикоросы и так далее. Разработка новых ассоциированных вакцин, лекарственных средств и кормовых добавок на основе местных природных штаммов, бактерий, микробных классов, пигментных, моющих, дезинфицирующих препаратов, препараты для растениеводства, экспортоориентированных биологических препаратов, что обеспечит ветеринарное благополучие, повышение эффективности отрасли сельского хозяйства, получение экологически безопасной органической продукции. Я прошу обратить внимание на слайд 21. Физиология репродукции и воспроизводства в животноводстве. На сегодня не уделяется достаточного внимания вопросам диагностики, лечения и профилактики болезней гинеколого-акушерского характера в животноводстве, а также изучению течения репродуктивных функций животных с учетом провинции, что, несомненно, является фактором снижения показателей воспроизводства животных в течение последних десятилетий. В связи с этим необходимо проводить исследования с применением современных репродуктивных технологий животноводства для решения проблем воспроизводства животных на арктических и северо-восточных территориях страны. Вот посмотрите, 2010, 15, 16, вот 17, 18, 19, далее даже если взять еще и ранее, 5-10 лет, почти 20 лет, вот такая одна и та же картина. Одна и та же картина. Деловой выход в скотоводстве, 73, 72, 75, 71, 76, вот не повышается, да? Деловой выход в коневодстве, то же самое. Вот, посмотрите, да? 56, 61, 64, 61, 40, 66. Деловой выход в оленеводстве вообще 54, 46, 49, 46, 44, 52. Практически мы в скотоводстве 25%, даже больше теряем, недополучаем. В коневодстве более 40% недополучаем. Почти 50%. А в оленеводстве вообще 60% недополучаем. Поэтому вот особое внимание, если обратим мы на воспроизводство, научный подход будет здесь, да,
то мы можем в разы поднять, в разы поднять. Как поднять, мы рекомендации уже дали и хотим, чтобы на это направление уделилось особое внимание и, конечно, финансовые средства для этого, для решения этих вопросов. Далее, следующее, это хотелось бы отметить слайд 22 по глобальному потеплению. Слайд. Здесь я долго не буду останавливаться, но хочу ваше внимание обратить на то, что в 2004 году у нас был большой падеж в хозяйстве Якутской государственной сельхозакадемии. В 2004 120 голов оленей практически за 3 дня пало. Причина – это пироплазмоз. Откуда он появился? Пироплазмоз у нас в Якутии никогда не был. Это паразит, который переносят иксодовые клещи, он паразитирует кровеносную систему, блокирует как раз ген, и кислород не транспортируется. Вот мы наблюдали, провели исследования, и наши наблюдения показали, что иксодовые клещи, вот, начиная с 2018 года, вот, 2000 мы наблюдали, вот, где, да, вот, в Неринге только наблюдали. А сейчас, вот, по результатам 2018 года, мы наблюдаем иксодовые клещи, да, за полярным кругом. И эти данные мы опубликовали вместе с японскими исследователями и с индийскими исследователями в очень красивом журнале Швейцарии. Тоже согласовывается их исследования в других регионах, тоже идет на север. И вот этот переход, он, несомненно, конечно, возможно, он может принести, это большая угроза, да, угроза. Также и лейкоз, также и многие инфекционные заболевания к нам будут приходить. И здесь Ирина Михайловна Донник внимательно, наверное, слушает, да, наше выступление. Она как раз проявила инициативу изучать лейкоз у диких и домашних северных оленей. И поэтому, если в этом году мы планируем провести экспедицию, об этом я еще остановлюсь, наверное, активная ваша деятельность только украсит и улучшит нашу работу. Далее, отдельно хочется остановиться на нашем якутском табунном коневодстве. Мы обладаем уникальными породами якутских лошадей, подобных которым больше нет нигде в мире. Однако, несмотря на все проводимые исследования, к сожалению, мы не полностью используем весь заложенный потенциал наших лошадей. Нам необходимо переосмыслить природу якутской лошади как вектора развития новых технологий маркетинга. Его эколого-пространственные качества необходимо использовать для освоения территорий. Изучение уникальных терморегуляционных свойств организма якутской лошади, позволяющие переносить экстремально низкие температуры, расширят фундаментальные знания физиологии, холодоустойчивости и станут основой для их прикладного применения. Высокая адаптационная пластичность, выделяющая ее среди других пород, можно использовать в селекционной работе с другими породами. Особенности функционирования организма якутской лошади в абсолютно экстремальных условиях севера веками сформулировали ее организм таким образом, что она способна аккумулировать свою самую необходимую ценную природную органику. Холод – наше главное возобновляемое богатство, как материальное, так и духовное. Все научные исследования должны быть связаны с холодом. Вот криохранилище, которое у нас здесь действует, Борис Моисеевич здесь один из учредителей этого направления, да, Борис Моисеевич? И здесь у нас с вами тесно сотрудничает из Бурятии Кудажапов Лупсан Владимирович. Они хотят заложить у нас семена, свои семена на хранение. Ну и президент Академии наук Сергей Александр Михайлович отметил то, что у нас криохранилище можно расширить, можно строить, и даже мы получили поручение в этом направлении отработать все такие варианты, да? И он четко здесь озвучил
холод – это главное богатство Якутии. Ну, мы как раз этими проблемами и занимаемся. В целях проведения комплексных научных исследований Арктики и Субарктики, получения новых научных знаний о состоянии изменений климата, проведения совместных научно-исследовательских проектов с Институтом ИРАН и других стран, продвижение научного, историко-культурного и природного наследия Республики Саха-Якутия в международном пространстве, а также для научного обеспечения разработки регионального плана адаптации к изменениям климата в Арктике и Субарктике. В этом направлении вышло постановление правительства Российской Федерации. Мы 21 и 31 августа 2021 года планируем международную комплексную научную экспедицию «Изменение климата в Арктике и Субарктике. Адаптация, смягчение последствий и устойчивое развитие по среднему течению реки Лена до арктических территорий Тикси». Распоряжение правительства вышло республики. Оно пока как в виде планов, которые должны реализоваться в связи с годом науки, но сегодня мы встречались у руководителя администрации главы Владимира Афанасьевича Семеновича и надеемся, что скоро выйдет распоряжение правительства конкретно по проведению финансирования от этого крупного большого мероприятия, где мы ждем активное участие Академии наук, активное участие иностранных известных крупных ученых, особенно это будет касаться климатологии, адаптации в наших условиях, возможно использовать потепление как положительную реакцию, положительную сторону для развития самого северного земледелия, самого северного сельскохозяйственного производства, используя последние передовые научные знания и передовые технологии. Продолжается сотрудничество с Институтом природных ресурсов Финляндии по изучению механизмов адаптации якутского скота, якутских лошадей. Тесно работаем с Хэньминданской академией сельскохозяйственных наук Китайской Народной Республики, Институтом биологии Шантунской академии. Работаем также мы с Хоккайдо университетом, Токио университетом. Ряд наших сотрудничеств очень широк, потому что всех очень привлекает исследования, связанные с холодом, и арктические, освоение арктических территорий. Вот на этом я хотел бы завершить. В связи с сложным представляет проект постановления, который зачитать или... Нет, у всех нас. Но спасибо, что вы очень терпеливо слушали мой доклад. Спасибо. Водноводство, коневодство, оленеводство связано во многом и с состоянием кормовой базы. Вот каково состояние кормовой базы в настоящее время и в связи с потеплением климата, заколачиванием, особенно в арктических территориях? Кормами себя обеспечиваем, но вот наращивание мы сейчас должны увеличить поголовье лошадей, поголовье крупного скота, крупнорогатого скота. В этом случае, конечно, нехватка кормов нас ждет, но, конечно, мы должны использовать новые технологии. Это заготовка, такие как силоса, сенажа, заниматься корнеплодом и так далее. Ну и новые технологии ждут. Это освоение новых земель, брошенных земель вначале и новых территорий. Это территории, которые острова реки Лены, острова Вилюя, острова Алдана, и двигаться на север тоже. А то, что заболачивание идет, но с другой стороны, болото имеет способность тоже высыхать. И есть еще мелиорация. Вот мы в советские времена очень развита была мелиорация, поэтому вот мелиоративные методы вот эти тоже помогут. Но сейчас, наверное, скоро станет вопрос, я думаю, что глава республики поставит вопрос в ближайшее время, наверное, увеличение поголовья лошадей до 500 тысяч голов, почти 2 раза, наверное. Поэтому
Ясно. Такое, да. Так, еще раз. Вот у меня все-таки так полупринципиально, да. Какова динамика изменения потенциала ученых вот, в сфере сельскохозяйственной науки? Если возьмем советский период, скажем, пусть это будет начало, ну, конец 80-х, 90-е и вот 20-е годы, 21 век. Как вот, скажем, на примере численности вашего института. Что было? Мы знаем в целом по стране, значит, в региональных отделениях тенденцию, в ФИЦе, Янцесуран знаем, а вот по вашей отрасли как обстановка? Не считая академическую науку, не считая, скажем, АГАТУ. Не считая АГАТУ, у нас, скажем, вот количество докторов увеличивается, а количество кандидатов, можно сказать. Нет, численность сотрудников института. Численность сотрудников института у нас 154 сотрудника, да, всего. Из них научных сотрудников у нас сейчас 74, 74 научных сотрудников, ну, а степененных 60, более 60. А в советское время сколько было? Конец 80-х. Конец 80-х, а степененность была ниже 50. Численность? Даже ниже 40. А численность? Численность сотрудников было более 200 научных сотрудников. Было. А общая численность 400, наверное. Общая численность доходила 300, иногда 400, 500. Ну как взять? Все АПХ, если сотрудники. Ну, естественно, так это Да, 1000 человек, более 1000 даже. Все АПХ взять. АПХ Покровская с заявками, со всеми трактористами, всем сосчитать. Это АПХ Красная Звезда, АПХ, вот эти еще гейские, если взять вот это. Очень... А сейчас АПХ что-то осталось? Вот У нас сейчас осталось 2 хозяйства, можно сказать. Даже это АПХ Ичугейское, да, оно так называется, но оно сейчас на стадии его банкротить и будут такой у нас установка. Да? А Покровская? Покровская у нас входит, как бы, мы ведем там одну тему, большую тему ведем, сельское хозяйство по растениеводству, и ООО «Наука» у нас там работает. Ну, те научные площади, которые велись научные исследования, они все сохранены. Да, выводили сорта, да, они сохранились. Площади остались, да? Площади, но не для семеноводства, а для выведения сортов. Для сорта, да, или гибрида, для них больших территорий, больших как бы, участков не надо. Теперь вот нас слушает Ирина Михайловна, да, вот принципиальный такой вопрос есть. Вот фонд оплаты труда научных сотрудников ЯНИС, ну вообще в целом института на фоне академических институтов ФИЦа и тех институтов, которые туда не вошли. Вот эта ситуация когда будет решаться и как решается? Это вы меня спрашиваете? Да, конечно. Ну, этот вопрос очень сложный, да, потому что у нас самая, надо сказать, низкая заработная плата среди всех научно-исследовательских институтов, да, но так как мы же вошли в состав из РАСКов, да, из Российской академии сельхознаук, там и в Академии медицинской науки зарплаты как-то вот не повышались. А в Рановском институте зарплаты индексировались, повышались. И вот мы с низкими зарплатами вошли, и нам сразу увеличить не могут уже. Но я работаю 1,5 года, мы, может быть, на 10% увеличить. Где-то около 10% смогли увеличить работников, около 10%. А тогда разница какая-то? Ну вы же в одной академии наук сейчас, в РАН находитесь. Да? Будучи в одной РАН, насколько как это вот, можно смотреть, на структуре сидим, а вы зарплату старшую сельхозакадемии получаете. Да, Василий Васильевич, давайте я на этот вопрос не отвечу. Если вы письменно дадите, я вам 20% может разница. 20%? 20%. Ну это большая разница. Если человек СЛС, он и там СЛС, и здесь СЛС, а разница 20%. Ну хорошо, есть еще вопрос, уважаемый коллеги? Да, Виктор Васильевич, пожалуйста. Леонид Николаевич, вот Герман Васильевич Денисов
незадолго до смерти опубликовал интересную статью в нашем журнале. Громче. Опубликовал статью, которая называлась так: «Процесс деагрономизации страны», где он говорит о том, что последние десятилетия, значит, в рядах специалистов, работающих в сельскохозяйственном производстве и сельскохозяйственной науке, уменьшилось до минимума специалисты, имеющие профессию ученого агронома. Он считает, что вот этот процесс очень негативно действует на сельскохозяйственное производство вообще и сельскохозяйственную науку в частности. Вот каково состояние вообще сейчас по подготовке вот ученых-агрономов? Где-то есть в вузах? Подготавливается эта специальность? Вот это интересная статья, где он говорит, что ученый-агроном это вообще уникальное, комплексное видение вообще сельскохозяйственного производства. Они великолепные организаторы производства. Сейчас подготавливается ученый-агроном? Есть такая специальность? А сейчас специальности нету, это же направление, бакалавриат, бакалавры, магистры. Да? Такое направление. Да? Магистр пока полный, наверное. Все магистры. Можно мне вопрос? Да, пожалуйста. Можно вопрос, да? Да. Слышно, хорошо слышно. Леонид Николаевич, скажите, пожалуйста, вот вы в докладе сказали, что у вас селекционеры неплохо работают, еще много сортов выведено новых. И, насколько я знаю, доступ испытания, оно происходит в районах Западной Сибири, Восточной Сибири, что не совсем правильно. Как вы смотрите на то, чтобы сдать у нас в Якутии свои сортоучастки, сортоиспытательные участки? Я на это смотрю положительно, это было бы очень хорошо, но это же будет стоить денег, и если решат финансирование, это очень хорошо. А вообще такой вопрос ставите? А вообще какие-то перспективы есть, нет? Не слышу. Какие-то перспективы на направлении есть? А я на эту тему с учеными разговаривал, а вот с правительством и решающими это как бы чиновниками разговора не было. Спасибо. Хорошо, уважаемые, ну что, давайте приступим к обсуждению доклада Леонида Николаевича. Кто хотел бы выступить? Пожалуйста. Динамично, активно. К сожалению, почему-то представителей АГАТО нет. Вот Борис Дмитриевич, видите, как мы готовим? Есть. Каждый состояние перспективы сельхозтоварки рассматривать не можем. Вот есть. Ну, кто? Сколько человек? Кто там? Один? Проректор по науке. Проректор по науке. Понятно. Ректор сейчас сидит на совещании у зампреда. Он сказал, как освободиться Ну, сразу. хорошо. Да, пожалуйста, кто хотел бы выступить? Пожалуйста. Так, давайте начнем, может быть, с гостей. Да? С гостей. Пожалуйста, кто хотел бы? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, Василий Васильевич, Леонид Николаевич, присутствующие члены Академии наук Республики Саха-Якутия. С удовольствием прослушал информацию и очень содержательный доклад директора Якутского вуза. Что хотел бы сказать? Конечно, очень кратко. Есть мотивация сильная. Это Арктика, это мерзлота и сельскохозяйственный сектор, который должен не просто выживать, а существовать в этих условиях и развиваться очень эффективно. Соответственно, этому мне удалось за последние 6 лет, дважды, 6 месяцев, дважды побывать у вас. Впечатление самое благоприятное
Но хотелось бы поделиться несколько своим мнением и возможности консолидации усилий по аграрной науке, как фундаментальной, так и прикладной. Первое, что вот Олег Николаевич ожидал, может, расскажет. Вы знаете, вот в Бурятии кочевые народы — это очень большой массив, начиная Монголии до Якутии, Белохакасия, очень большой морской площади, это овцеводство. Вот последний раз, когда я был в марте месяце, когда президент Российской академии наук приезжал, нам с Николаевичем удалось съездить, посмотреть определенный спорт и достижения. Олег Николаевич почему-то мне рассказал арктические бараны Чебуков, и которые есть гибридная помесь F1 с бурятской овцой породы Бумбэй. Я думаю, один из таких стратегических направлений для консолидации усилий между регионами, где результативность этих работ может отразиться и на республике Саха-Якутия, на Бурятии, и на других республиках Сибири. Второй момент. Очень перспективное направление я вижу мерзлота. Очень хорошо, что задевает холод, но мерзлота мне хотелось бы здесь больше провести в таком плане консолидации усилий, как моделирование. Важна кинетика процесса. Ведь существует уникальная схема норвежских ученых «Эскимит», которые уже сделали прогноз самоподдерживающий оттаивание мерзлоты на 500 лет вперед. Прогнозные сценарии есть от пессимистического, реального и оптимистического. В этом плане у нас есть целый такой пакет предложений. Уважаемый Олег Николаевич, Василий Васильевич и коллеги на обратной связи. Вот нам было очень красиво и результативно смоделировать процессы именно потепления, не просто потепления, а отклика на потепление многолетних почвенных грунтов различного уровня залегания. Ну и хотелось бы предложить еще не заключение, но заключение очень такой на раздумье и на восприятие следующую версию совместных работ. Вот побывав однажды в республике Саха-Якутия, благодаря Олегу Николаевичу мне удалось ездить на зиму, значит, реки Лена и, по-моему, 60-80 километров на целоческий пункт. И для меня сформировалось глубокое такое мнение, и сегодня послушал выступление. Возможно ли нам всем участникам, вот я вижу Санкт-Петербург и с Москвы коллег, попытаться создать проектный офис. Допустим, по вопросу генетика селекции, по вопросу арктического скота, ведь используя цифровые технологии. Не каждый раз мы сможем выехать в Якутию, не каждый раз коллеги могут приехать к нам в Бурятию, не каждый раз аналитическую работу может быть в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург. А имея проектный офис, мы все это визуализировать, можем вживую все эти достижения, трудности консолидированно обсудить. Мне было вот это предложение, мне хотелось бы, чтобы как-то оно, если есть возможность, как-то попытаться не сразу, но шаг за шагом попытаться рисовать. Не просто в аграрной сфере, можно было и в фундаментальной науке, допустим, в сфере климата, избежать уже тонких вещей. Вот сейчас у нас есть опыт в нашем институте, мы сейчас работаем по генетике селекции с институтом общей генетики имени Вальдирова, с Александром Михайловичем по растениям. Он у нас является научным консультантом по генетическим маркерам растений. А его заместитель, научным консультантом по генетическим маркерам животных. Причем аборигенных и племенных. И создавая такой проектный офис, это же сейчас такие возможности, я думаю, на базе, допустим, я не вижу другого института, как вот Якутский МИС, который возглавляет Леонид Николаевич, они очень глубоко в этой теме, но могли бы с точки зрения Академии наук Республики Саха-Якутия, возможно, я не говорю, но я не слышал, чтобы в других регионах
где-то такой офис запустили, где одна тема решается в таком творческом формате реального времени, реальных достижений и обсуждений. Вот это вот мне хотелось бы выразить такое предложение, чтобы мы уже как-то смогли. Ну и в заключение у меня такое мнение складывается в целом по аграрной науке, которая, в принципе, я, наверное, занимаюсь почти 40 лет этой темой. Где-то лучше, где-то меньше, где-то успешно, где-то трудности. Но вот, на мой взгляд, и вся наука у нас при всех издержках, при всех трудностях, мне кажется, вот именно такой подход современных цифровых технологий позволил нам кардинально перейти от инновационному развитию к инновационно очень сильно результативному развитию. Это касается больше аграрной науки, потому что открытость воздуха, зависимость от климата — это чрезвычайно неуправляемый фактор, который не позволяет нам как-то добиться сиюминутного или статистического выражения результата. Спасибо большое. Спасибо, Александр Владимирович, за активное участие, усиливающие наши интеграционные такие задачи. Так, поэтому я бы вас очень попросил такой отдельный пункт сформулировать четко и направить в адрес Леонида Николаевича, он как член президиума нам передаст, и мы вас рекомендации наши обязательно включим. Так, Анатолий Александрович Стекольников. Можно было бы вас попросить несколько слов сказать? Добрый день, Василий Васильевич, Леонид Николаевич. Мне очень понравилось выступление Леонида Николаевича, доклад его, но хотелось бы все-таки отметить, что президентом в этом году отмечен год науки, и меня, конечно, в большей степени беспокоят проблемы и перспективы подготовки высококвалифицированных кадров для аграрных, ну и не только для аграрных, вообще для вузов. Вы знаете, что меняется паспорт специальностей по аспирантуре, направление защиты. У нас немножечко произошло сокращение некоторых направлений, но они остались все равно. Поэтому я думаю, что для научно-исследовательских институтов сегодня кадровый потенциал, он необходим. И, конечно, я вот поддерживаю предыдущего выступающего. Хотелось бы отметить о том, что если такой офис будет создан, то мы могли бы составить программу совместной работы, и наши сотрудники участвуют в экспедициях в Арктике, ветеринарные специалисты. Сегодня появляется целый ряд болезней, которые именно появились, я думаю, что и в Саха-Якутии. Нужно готовить конкретных специалистов по аспирантуре, это патологоанатомов, которые могли бы четко разбираться в болезнях животных. Мы могли бы очень совместно продумать подготовку клинических диагностов, потому что сегодня большое количество нового оборудования, которое поступает не только в вузы, но и в научно-исследовательские институты, чтобы наши специалисты, подготовленные совместно, могли давать заключение по тем показателям, которые мы будем получать. Патофизиологов недостаточно, которые были бы совместно на уровне подготовки с институтами. Я думаю, что эта проблема кадрового потенциала, наверное, решала бы перспективы дальнейшего быстрого подъема, вот я говорю о ветеринарии, для Саха-Якутии. Потому что есть, наверное, вот с климатическими потеплениями климата и птичьего гриппа, и вот проблему подняли сегодня овцеводства. Эта проблема тоже есть, целый ряд болезней для овцеводческих хозяйств. Поэтому Леониду Николаевичу хочу пожелать, чтобы такой план развития, может быть, в этом офисе или на другой какой-то площадке был создан, о совместной работе Санкт-Петербургского университета ветеринарной медицины
и научно-исследовательского института. Благодарю за внимание. Спасибо, Анатолий Александрович. Значит, вот я попрошу Сергея Вячеславовича и потом специалистов СИНИСа, которые участвуют. Пожалуйста, вот тоже очень такое масштабное предложение получается у Анатолия Александровича в части того, чтобы по каким направлениям усилить подготовку кадров и по каким направлениям вообще усилить научные исследования. Эти предложения, вот, Сергей Вячеславович, я думаю, мы сформулируем, воспользуясь вашим четким, ясным выступлением, направленным на перспективу. Да, оптический готов Нихандов Константин Егорович. Да, доклад очень хороший получился, Леонид Николаевич. Да, мы совместно работаем с СИНИС уже давно, будучи в СХ, и сейчас уже фактически готов. Вот. И с нашей стороны, как вуза, да, базового вуза, который и готовит кадры именно для аграрного сектора экономики нашего региона, мне бы хотелось, наверное, такое вот предложение сделать тоже. Сейчас очень много говорят об интеграции, консолидации как научных организаций, учебных организаций образовательных, производства, да? Вот. В связи с этим предлагается выработать концепцию развития именно агро-биотехнопарков на базе как вузов, так и научно-исследовательских институтов, где можно было бы уже проявить такое вот, три составляющие там будут, да, это образование, наука и производство. То, что сейчас требует везде, как руководство, так и веяние времени, так скажем, да. Во-первых, наш университет он должен готовить кадры для производства, для науки, для всего сектора экономики, который мы представляем. Поэтому эти кадры должны идти с новыми знаниями. Да? У нас, допустим, сейчас в университете есть проект Erasmus, да, САГРИС называется. Это совершенствование послевузовского образования. То есть мы готовим сейчас ГОС, так скажем, международный стандарт для аспирантов и PhD-докторантов. Вот. Там задействованы Бурятская ВСХ, Ставропольский ГАУ и Новосибирский ГАУ. Вот. С нашей стороны, с России, и 4 вуза еще с Казахстана и ряд европейских вузов. Вот. Координатор основной это, конечно, германский вуз Митинген-Гайстинген. Вот. И после окончания этого проекта у нас должны быть уже готовиться специалисты по 4 модулям. И сейчас вот век цифровизации мы должны будем готовить специалистов именно в умном сельском хозяйстве. Как вы знаете, наверное, сейчас вот, да, умное сельское хозяйство, цифровизация, как аппаратов, промышленных, машинных, там, оборудований и так далее, требует особых знаний для того, чтобы кадры были готовы к этому, готовы к IT-программированию, да, IT-специальностям, которые сейчас очень востребованы. Нехватка этих специалистов в аграрном секторе практически их нет, да, очень мало. Вот, поэтому в этом плане наш университет будет готовить таких специалистов. И создание вот именно агротехнопарка связало бы то, что говорил и по проектному офису, и Анатолий Александрович сказал, да, что образование без образования никуда и не скажет. И сейчас, если смотреть на наше положение по кадровому
кадровый голод уже идет и в Дельмали в том числе. Вот. Поэтому предлагается готовить вот такой вот проект, концепцию для совместно с Академией наук, совместно с Федеральным научно-исследовательским центром и с нашим правительством. Вот. У меня все. Спасибо. Спасибо большое. Сергей Вячеславович, тоже предложение сформулирует, вы попросите, да, наши рекомендации. Спасибо большое. По проекту нашего постановления, рекомендациям Борис Моисеевич, пожалуйста, вице-президент Академии. Уважаемые коллеги, проект постановления был подготовлен командой Леонида Николаевича еще в начале недели, но вот судя по сегодняшнему очень хорошему докладу, значит, мне представляется, что помимо внесения в него тех предложений, которые сегодня были сформулированы уважаемыми коллегами, надо еще добавить раздел, связанный как раз с перспективами развития сельскохозяйственной науки в республике. Значит, вот то, что, Леонид Николаевич, вы очень хорошо сформулировали, поэтому я вас попрошу. Подведение итогов. У нас основа есть, Объединенный совет рассматривал отвечающую часть, предысторию вопроса, ну и, наконец, наши рекомендации. Конечно, хотелось бы иметь разговор и результат. В результате нашего разговора такой выхлоп и выход солидный, который мог бы некоторые крупные постановки сделать. С учетом тех масштабов потерь после советского периода, которые идут и по численности, и по потенциалу. У нас были времена, когда здесь советов было несколько и сельхозакадемий, и евгенийские, и были это относительно недавние времена. И поэтому тут, конечно, потери очень большие в части направлений действий по подготовке научно-педагогических кадров. И теперь вот мы тоже должны так вынести из сегодняшнего дня результат с тем, чтобы были серьезные постановки перед Минсельхозом. Вот то, что отмечается в докладе и в отмечающей части, что все-таки есть отрыв между ПГТО, Янийском и Минсельхозом, это очень печальная история. Потому что, конечно, сельхозинститут имеет некие денежные средства для научных исследований, но они настолько мизерны, поверьте, я вот Леонид Николаевич мне в ряде писем это показал, что говорить о наличии этих бюджетных средств просто даже не удобно. И в этой связи надо такие постановки сделать, чтобы все-таки в региональном бюджете на не только развитие в целом сельского хозяйства, на что идут довольно серьезные солидные миллиарды, но и на развитие собственной сельхознауки в нашем высшем учебном заведении, в нашем головном сельском институте, конечно, по большому счету надо ставить. Нужна материально-техническая база, сборный парк, оборудование и дать какое-то дыхание для развития вот этой отрасли. Тем более, что сейчас такой исторический период, когда лидер сельскохозяйственной науки, член Российской академии наук находится в расцвете сил, энергетики и своих талантов. Поэтому мы просили бы вас тоже очень обобщенно, по большому счету, по крупному ставить это перед Илдарханом, перед правительством и государственным собранием. В том числе, быть может, даже и какие-то законодательные решения. И самое главное, в нашей работе большой, напряженной, она и сегодня, и в будущем, в борьбе за бюджетные средства и федеральные, и на республиканском уровне. Тем более, что представительство аграрного сектора и аграрный комитет довольно авторитетный и сильный в нашем государственном собрании Илтуня. Вот давайте позвольте на этом остановиться, и мы даем срок где-то еще неделю для окончательной редакции нашей рекомендации и подготовки протокола сегодняшнего заседания президиума. Спасибо, Леонид Николаевич, за доклад и всех тех, кто участвовал по первому вопросу.